Дорогие друзья, мы находимся в селе Чапаево в Хангаласском районе. Нас пригласила одна из замечательных женщин этого села, Наталья Иннокентьевна Корнилова. И мы знакомимся с ее посадками, с ее огородом. Она поделится своими секретами, как она выращивает те или иные растения. Наталья Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Мгм. Вот это красивое растение позади нас – это топинамбур. Мгм. В чем его польза? Вы же еще и травница. Да. И вот топинамбур я как бы мечтала посадить, и одна подруга мне дала клубни дала, и вот он вырос хорошо, и у него клубни вот там, они там находятся. Мгм. Ну, где-то осенью мы, наверное, вместе с картофелем выкопаем, и вот ну, это растение хорошо вот, хорошее воздействие оказывает на сахарный диабет. Мгм. Тоже То есть после- полезны клубни. Да, клубни Не полезны. листья, не цветы, а именно Ага, клубни. именно клубни. Ну, я вот листики тоже собрала на чай. Он семейство сложноцветных. Это Мгм. родственник подсолнуха. Родственник Мгм. подсолнуха. И вот он тоже очень полезный и декоративный в то же время. Мгм. Видели же, да? Да-да-да, Тоже очень красиво, прям оживляет. хорошо смотрится. И он, главное, при ветре не ломается. Самое главное. У нас тут открытая местность. Да, тем более здесь недавно, в этом году, летом, был просто вот такой невероятный Да, да, град. да, 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 да. Град и градины побили. И у Натальи Николаевны вот здесь были березы, Мгм. и они все побиты этим Да. градом. У нас эпицентр был именно в Чапаеве. В Мгм. Актемцах не очень было, у Лахан вообще мимо прошло. А Мгм. эпицентр А вам именно, повезло. а нам в кавычках повезло. Мгм. Здесь растут Ну, у меня тут кабачки. Мгм. кабачки растут. Как вы за ними ухаживаете? Ага, я тут где-то где-то около 20 сажу. Мгм. Ага, кабачков 5 сортов у Ой, меня. какой крупный у вас Ага, кабачок-то. кабачки, ну, любят полив, семейство тоже тыквенные, Мгм. родственник огурца, всем знакомого. И вот он тоже, ну, в таком количестве, конечно, люди удивляются, зачем садить кабачки. Ну, я как бы любительница этих кабачков. На зиму я их замораживаю. А как вы замораживаете? Обычно люди готовят Да, готовят. варенье, Да, 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 да. соленья какие-то. А я вот это считаю, ну каждого свое мнение, вредным. Маринуют, солят, квасят и так далее. Ну, квасят это еще ничего. Варенье делают, ну, я это считаю излишество. Потом я его на мелкие порции, ну, одноразовые мне сколько надо, замораживаю в морозильной камере. Все. И все. И получается, потом вы Да, что делаете зимой я зимой? его вот овощные супы кладу, оладушки делаю. Мгм. И ничего, очень вкусно получается. Это, ну, науки называется сублимация, да? Мгм. И вот тоже там без всяких этих Мгм. солений, маринадов, оно, ну, сильно, может, там витаминов нету, но тем не менее у меня. И огурцы тоже так же делаю, замораживаю. Замораживаете огурцы? Все тоже Кто-то удивляются. солят, Ага. а Наталья Иннокентьевна Да, я замораживает. замораживаю тоже порционно. Мгм. И у То меня есть вот, это именно с той целью, чтобы не навредить своему да, здоровью, да, своему не здоровью. ввести в организм Мгм. какие-то консерванты Да, да, лишние. да, да, да. Мгм. Зачем уксус лишний поднимать себе эту кислоту? И у меня вот это обычно вот в этом месте я тыквы сажу. М. Тыквы тоже вот А что они. это за сорт у вас? Это сорт серая волжанка. Волжанка. Ага, Она волжанка. такая хорошенькая, Ага. зелененькая. Да, она сейчас уже, как А у говорится, нее кожура толстенькая? она у него, у тыквы кожура толстая бывает. Но не у всех ведь. Ну, В зависимости от у сорта. моей толстая, потому что я его храню до декабря месяца. А, Я вот эта именно с волжанка, этой да? целью. Мгм. Да. Где вы храните? У вас есть Извините за погреб? банальность под кроватью. Ну, у вас частный дом, Мгм. поэтому как бы Да, да, это да. возможно. То есть немножко там Там темно, прохладненько. темно, прохладно, Мгм. и движение воздуха есть. И я вот некоторые сорта тоже у меня хранятся там до декабря Мгм. месяца, кабачки.
И когда у меня подруги им приходят, приезжают издалека, я им, пожалуйста, зимой дарю Да, привет из лета. кабачки и Мгм. тыквы. Здорово. У вас на грядке вот здесь вот сидит с этой стороны тыква, а она как-то, смотрите, она у вас так аккуратно, когда вы ее подрезали? Ведь у нее же плети как-то вот Да, длинные. обязательно, обязательно надо. Правильный вопрос. Почему-то считают, что у кабачков не надо листья. Лишние листья обязательно надо убирать. А где лишние? Покажите, вот где лишние лишние. листья, вот, например, вот этот лист, вот этот лист. Нижний. Нет, вот этот лист кормит вот этот кабачок. Вот эти мелица для опыления. И вот я хочу... То есть кабачками вы мелису сажаете? Мелицу. Обязательно, да. Потому что опыление это много очень. Хорошо. кабачков. Где вот лишний лист? Вот Покажите. лишний лист, вот он, вот этот лист никого не кормит, как у огурца. Точно так же, как у огурца. Вот его надо резать, а этот лист кормит вот его, как руки-ноги. И вот этот тоже надо убирать. Все удивляются, как это никто нам не говорил. Что у кабачков лишние листья надо Так. убирать. А если, допустим, вот цветоносы, они все у вас самоопыляемые или Не. А вот как раз у вас Ага, шмели. Вручную. Вот И для осы. того, чтобы осы как-то привлечь, вот вы сажаете мелицу. Милица А обязательно. про тыкву, как вы ее обрезаете? И там же тоже какие-то хитрости, чтобы плеть лишняя не плеть шла, лишнюю я тоже и убираю. влага, питание не уходило куда-то впустую. Вот Как оно вы тоже уже убираю, подрезали? Так. убираю. Плети хорошие идут, я его сразу же убираю. Оставляю только две. Ну, иногда одну оставляю. 2 плода, да? Ага, два плода, или два плода, или одну. И обрезаю плети. И вот они остаются. Потому что лето у нас короткое. Да, конечно. Короткое, успеть И надо. вот на этой всей плете, сколько там выйдет этих плодов, не стоит там надеяться, что они все за наше короткое вызреют. лето вызреют, да. И нужно, то есть первый плод, второй плод, Да. третий плод или Ну, как? Или 2 плода. Я два или один смотрю, какой он, и обрезаю. А остальное Всё. обрезаете. Обрезаю. И поэтому у вас здесь нет вот такого вот. Такого Потому нету. что тыква, она вырастает огромными плетями за очень короткий период. То есть Да. не успеешь оглянуться, а уже она захватила Да, полугорода. вот. И Вот. она тыква чем хороша? Вот у него единственное, он выводит от организма человека шлаки. Его надо в сыром виде ополоснуть горячей водой и мелко нарезать, и немножко сахаром посыпать, и через 1,5-2 часа там сок появляется, и в сыром виде его надо хотя бы грамм, 200, 150-200 надо ежедневно, пока он свежий кушать. Он выводит шлаки. Наталья Иннокентьевна, куда мы двигаемся дальше? Мы сейчас вот с моего маленького подворья двинемся на полевой. У меня там Понятно. растет В картофель. поля. Ага. В поля идем, теплица. И вот у меня там 2 сорта картофеля, ранний, и неузнаваемый голландский сорт, по-моему. Ой, вот это картошечка, так у вас картошка. 2 сорта, представляете, 2 сорта, друзья? ага, у меня Значит, вот- еще раз, что за сорт? Это сорт у меня ранний, пораньше, чтобы кушать, где-то числа 10 июля. Адретта, вот она. Она не очень крупная, но очень вкусная и рассыпчатая, ранний сорт, сорт Адретта. И вот сорт, который называют это розан. Он не розан, это голландский сорт, по-моему. Я по своей специальности где-то лет 20 узко работала агрономом по картофелю. То есть вы про картошку знаете Ага, все. у меня Вы ее узкая сажаете специализация. как? Прям клубнями или рассадой? Вот люди сажают. Это обязательно, как везде в республике. Рассаду делаю, а потом высаживаю. То есть вы рассаду все-таки делаете, да? Рассаду проращиваю. И где-то числа 22 мая начинаю вот раннюю садить, чтобы где-то числа 10 июля начинать кушать. Вот его. Вот он сейчас, конец августа, считай, он крупный, он, главное, рассыпчатый. Как вы питаете свою картошку и боретесь с разного рода вредителями? Тут долина,
эркяне. Тут фитофтороза не может быть, потому что у нас осадков мало, влажности воздуха тоже нету, поэтому фитофтороз редко встречается. Мгм. Редко встречается, ну, поэтому Ну, слава богу. заболеваний нету, вредителей нету. В таких экстремальных условиях эти товарищи не А появляются. вот червяки какие-то? Ну, проволочника нету. М, У нас мгм. проволочника. А вы что-то там для профилактики ничего не добавляете? Не-не-не, ничего, все органика. Мгм. Органика, то есть это еще раз, что это? Это навоз? Навоз крыс, крупнорогатого скота и вот конский. Осенью все готовлю, Мгм. и я скажу, у меня поле никто не перепахивает. Я лишние деньги не трачу. Тут осенью все, когда копает, это же перепахивает. Мгм. Мгм. Я потом его разравниваю, вношу вот перегной, у меня там перегной есть, Мгм. вношу. И осенью, если возможность будет, тут загляните, у меня поле очень ровное, очищенное, все как на ВДНХ. Понятно. И главное Образцово еще секрет, я показательное никогда не поле. окучиваю. Да? Вот, А вот, почему? вот все удивляются, говорят, как это не окучиваете? Я говорю, Ага. в этом секрет. Одна подруга с мужем приходили, он любитель картофель Мгм. садить. Любитель так удивился и сделал себе опыт. Мгм. 3 грядки сделал, Не окучивал. не окучивал. Ага. И все И получилось? все получилось. Он Сколько раз все-таки у нас засушливое лето, вы поливаете, помогаете картофелю? обязательно поливаю, потому что у нас засушливое лето, действительно заметили. Влажности воздуха тут ну, вообще ноль. И поэтому, конечно, благодаря нашей администрации у нас вовремя работает водопровод. Мгм. Мгм. И вот он у нас водопровод, я его поливаю. Это самое важное для Это самое огородников. важное для нас. Поэтому, Как хорошо, что у вас в Чапаево такая да, администрация. у нас администрация очень такая, Молодцы. мы благодарны всегда. И мы вот эти, А сколько раз за лето вы поливаете? То есть ну, это в нужно... зависимости от погоды. Мгм. Нынче совсем, почти можно сказать, не поливали. Это искусственные дожди, хвост к нам почему-то именно в Чапаево был. И Мгм. у нас очень хороший полив был. Вас И поливало. урожай соответствующий. Мгм. Вот урожай соответствующий. Ну, а если засуха, то есть нужно поливать раз в неделю или как? Вечером обязательно, это где-то в неделю, ну, 2 раза поливаю. Мгм. Вечером, когда солнце уже заходит. Обильно обязательно- стараетесь полить? А? Обильно стараетесь полить? Обязательно. Где-то часа 3 очень хороший полив идет. Мгм. И вот он. И обязательно, ну, чтобы урожай получить, надо, конечно, поклоняться. Мгм. Конечно. Ну что, идемте в теплицу. Теплица из поликарбоната. Да. Многие почему-то ее критикуют, что это Да, слишком да. жарко. Ага. Вот ваше мнение. Ну, поликарбонат, я когда вот работала на севере, Мгм. там агрошколу мы открыли, и из поликарбоната решила опыт сделать, доказать, что именно поликарбонат полезный. И вот на улице там плюс 10, ну, даже летом иногда так бывает, а в теплице уже плюс 20. Мгм. Да? То есть, где холодно, в принципе, она хороша, принципе, эта теплица. хороша. А где вот у нас средняя часть Якутии, Я бы не это сказала, она тоже нормальная. нормальная все-таки? Нормально, я считаю. Просто надо открывать. И в этом Проветривать. секрет Мгм. идите сюда. Ой, ну у вас, как всегда, здесь что-то растет такое полезное из травушек. Обязательно, потому что опыление идет. Мгм. Потому что некоторые... Это мелиса, Мелиса, опять-таки. видите? Мгм. Потому что опыление тоже Ой, не какие происходит. огурчики, такие нежненькие, такие Но это уже последние огурцы, ровненькие, надеюсь. красивенькие. Да. И Ботва вот он, какая. ночью очень бывает холодно. У нас днем под 30. Так. И, говорю, говоря, и 5-литровую вот банки кладу. Воду нагреваете И она на солнышке, аккумулирует тепло. Днем аккумулирует тепло, а ночью отдает. а ночью отдает. Вот вами печка. Вот здорово как. Мгм. Ой, какая вы молодец. А что за сорт у вас? Вот такие Ну, это крупные сорт огурцы. зазуля. А, Это зазуля. Я китайские сорта. Многие любят. Я патриот В своего. общем, вы не любите делать какие-то вот заготовки, Нет, приготавливать, нет. консервировать. Вы их замораживаете. Да, порционно замораживаю. То есть нарезаете. Да, нарезаю, потом целлофан
Мгм. Вот порционно для меня одной. Мгм. Потом квашеная капуста. И вы добавляете. Потом... А он же такой становится... Нет? Не, кожуру не надо снимать. Нет, нет, нет. Я имею в виду, когда разморозишь, он же какой-то вот Нет. сохраняет он Сохранять и запах, форму, главное, и форму, да? И форму. Я же тонко не режу. Я Дорогие просто- друзья, давайте попробуем нынче заморозить. Вот мне прям вот любопытно стало. Я никогда так не пользовалась, Да, вот. не пробовала. Вот попробую. Да, и квашеную капусту добавляю, когда вот кушаю. Подруги приходят, огурцами запахло. Да я говорю, это замороженные мои эти Огурчики. огурчики. Мгм. И вот посмотрите, вот что сделала. Град, посмотрите. Вот Вот с он, этой град стороны вообще какой. расстреляла. Ой, ой, ой. А какого размера был град? Вот прям... Брат, он где-то вот куриное яйцо, еще 3 соединенные были. Я сфотографировала. И огурцы побитые были. Говорю, вот с какой силой Ой, надо, да? хоть все-таки, Эпицентр несмотря на был то, у нас. что был град, вы все-таки сохранили урожай. Да. И у вас, смотрите, в одной теплице, друзья дорогие, прям микс. Здесь огурчики, вот с правой стороны помидоры, оказывается, а Ну, здесь вот другой сорт, да? Или это тот же? другой сорт Другой был. сорт. Это кто-то Типа мне Машенька или что-то такое, да? кто-то у меня осталось, у кого-то осталось, мне дали. Мгм, понятно. дали. И еще растет перец, перчик. Растет, тоже кто-то мне дал. Ну, выбрасывать жалко. Но эти лишние И вы листья, посадили. Мгм. вот эти, они тоже поливитаминные. Я, правда, тоже их замораживаю. И что Тоже вы с ними делаете? замораживаю. И зимой вот добавляю овощной суп. Он тоже вот поливитаминный. И сейчас вот То есть курицам средоточие прям вот витаминов. Да, Оказывается, а вот мы-то выбрасываем Да. всю вот эту вот красоту, а оказывается, нужно ее не только красоту, замораживать. полезность. Тоже Полезная. мелко режу. Мгм. И сейчас пока курица у меня, курица еще есть. Понятно. То есть вы и курочек сейчас подкармливаете, И да? курочек подкармливаю. Их у меня 4, они 5 яичек несут почему-то. Какие Почему? молодцы. Ага. Потому что витаминные добавки. Потому что добавляете. Вот. Добавляю. Мгм. Ну что, дальше шагаем. Вот здесь у вас помидоры. Помидоры растут у вас. Что за сорт такой? Ну, это И сорт. они лежат у вас, не подвязанные, не палочки. подвязанные. Ну, вот они, я весной и осенью очень популярный человек. Почему? Потому что я агрономом работала, тут Да, у вас опыт большой. интересные эти показывают, что-то спрашивают. И обязательно, мы якуты как-то привыкли отблагодарить, обязательно рассаду. А я говорю, название этого сорта мы не помним. Я сколько раз вам говорила, сохраняйте пакеты. Все забывают. Но смотрите, вы их не посынковали почти? Это оно такой сорт и лежит. И я где-то вот до заморозков числа 5, наверное, начну уже собирать. Вот они сейчас вот. Ой, как вам удалось вот в таком граде сохранить? Пока оно было побито. Ой, Тоже побито было. И как вы помогли Это восстановиться? я их обязательно, правильный вопрос, подкормила органика. Обязательно вот это все подкормила. И картофель подкормила. А органика включает в себя вот состав типа травяного чая, когда вы берете разного рода травы, потом настаиваете и поливаете. Нет, я лекарственными травами их не поливаю. Как-то... То есть просто вы настаиваете именно вот эту навоз. органику. И так коровы же едят. А траву. навоз свежий вы настаиваете Я или? свежий, потому что мой сосед где-то около него 10 голов. Мгм. К нему иду, там забираю вот эти коровьи лепешки. Или тут лошади ходят. Собираете, да? Собираю. И, А что лучше, вот коровий навоз, лошадиный или это куриный? конский лучше. Конский самый Конский лучший, да? самый. Потому что у лошадей иммунитет очень высокий. Мгм. И, естественно, в этом, у них в органике это все содержится. И Вот, он- друзья, здесь у вас за теплицей тоже картошка. Ну, это мои друзья, земляки мои жиганские посадили. У них рассада была картофеля вот такая маленькая. Моя тоже выросшая была, побитая. А
И их не успела побить, То потому есть что они были маленькие. вы собираетесь, да. То есть вы еще и свой участок небольшой, Да, еще и как, своим, да, как бы они мне уже, предоставляете да, как бы они мне уже родственники площадь. жиганские. И вот они И они выращивают. Да. Скажите, вот у вас поле у самой небольшое. Сколько вы собираете урожая? Вот с этого маленького поля я собираю 4 мешка. 4 мешка Я 4 картофеля. мешка картофеля. Вот это да. Большого этого не делаю, не окучиваю, но я собираю 4 мешка. Вы, это как-то волшебно. Вы Да. что-то добавляете, однако. Обязательно, то я же говорю. Только органика. Органику. Никакой Ну, я химии. большой секрет не буду рассказывать, пусть приезжают, тут посмотрят. Ага. Тут своими глазами. Я как бы общественница вот у Лахани, который мы сейчас поедем. Тут девочки, это весной им рассказывала, как картофель посадить, не окучивая. Ага. Потом они ко мне приехали, приехали, посмотрели. Тут же им я же вам, говорю, рассказывала, это не надо делать. А мы, говорит, не верили. Я говорю, вот теперь поверьте, так надо. То есть, значит, окучивать не нужно. Не А надо. что, для чего вообще окучивают? Окучивать для того, чтобы дополнительно корни дала и клубни дала. А вы не А окучиваете? я не окучиваю, но мне они дают. То есть каждый один вот кустик дает Да, вот такую дополнительно. Вот кучку с одного, да, вот плодов. с одного клубня, например, если окучить, он дает 2-3 еще клубня, а мне еще больше дает. Если не трогать и не окучивать. То есть не Но у меня вмешиваться в этот процесс. другой метод. А есть. какой метод Но это этот? я не могу по телевидению рассказать Почему? всему миру. Потому что люди не понимают, когда рассказываешь. Вот теоретически, а когда тут приходят, они, говорят, удивляются. Вот удивляются. Я говорю, ну все истина такая. Это же все приходит с возрастом, с опытом. С опытом, конечно. И вот, а когда вот так рассказываешь, Не воспринимают. не воспринимают. Скажите, вот это растение, что это такое у Это вас? лебеда, да. Это лебеда. Декоративная. Это же, да, это же получается сорняк, но у вас он как Декоративный. декоративный. Вот тут он стоял. Сейчас мы, дорогие друзья, идем в курятник. Да, сколько у вас курочек? У меня 4 курочки и петух Яшка. Яшка. Яшка не кинется сейчас. Не, Яшка он такой. Гостеприимный, да? Он не агрессивный. Ага. Здравствуйте, дорогие. А где этот Яша? Вот этот красавчик, да? Ага, белый. Он там тоже. Ой, посмотрите-ка, друзья. Вот сколько яичек снесли вот эти курочки. Всего их 5 штучек, да, у вас? У меня курочек 4 курочки всего. 4 курочки и И 1 петух. один Яшка. петушок Яша. Ага, красавчик он у меня. Не агрессивный. Красавец. Яша, Яшенька. Он начнет крыльями махать и пыль поднимает. Прямо радуется. Радуется, да? Ага, и вот это... То есть у вас 4 курочки, и посмотрите, они несут примерно каждая, вы говорили, по 5, да? Ага. Ну, я собираю обычно один день, они иногда почему-то 5 бывает, иногда 4, ага, иногда, ну, пока вот сегодня я собрала 3. И яйца чем полезны? Ну, наверное, все знают. Все знают, конечно. Именно сейчас, вот после ковида, я считаю, когда человеку не хватает, почему-то интересно, после ковида белок хочется кушать. И вот эти курочки мои, ну, я считаю, что они эффективно. И вот травы очень зеленой много. И они тихие, только петух кукарекает. И вот они ежедневно несут по 4, по 3 яйца, несколько раз. Чем по вы 5. подкармливаете? Ну, сейчас комбикорм продают. Комбикорм продают, и я тоже маленький большой секрет открою. Комбикорм это как бы, он такой легкий, там много поливитаминов, а на самом деле он не тяжелый, я поэтому добавляю к ним ячмень. Ячмень. И вот они 1 кружку в день, ничего, они нормально ходят. 1 литровую кружку, и я их кормлю этим.
все удивляются, говорят, мы несколько раз там. Я говорю, не надо несколько раз. То есть они у вас на какой-то диете Ты такой тоже сидят, на да? диете И сидят. плюс Вот еще это трава. травку вы даете. Зеленая обязательно. Они у вас круглогодичные или только Они по осени, да? ага, До осени. до осени. Мгм. Ну, я постараюсь, может, сохраню. Кто-нибудь, может, возьмет. Вон петушок там. Яшка-то мой красавчик такой разговорчивый. Да. Да, Но разговорчивый. обычно вот эти пернатые, они такие говорливые, такие Не-не-не, любопытные, а у вас они такие тихие, скромные. Ага. Девочки не кусаются, не клюют. Не клюют по ногам. То есть они дружно живут, Да, да? дружно живут. Друг с дружкой. Там на второй этаж. Там у них насест. насесть. Ага. И внизу холодно, они там. Ну, я так придумала вот эту тепличку. Вы сами Тепличку все это ага, придумали, да? придумала. А, кстати, все это вам мастерит кто? Помогают? Я это заказываю. Ага, вот тоже все пробила. Все как решето. То есть вот этот град, конечно, Ага, все много я сделала. да. Вот так. Ну, вот Яшкой познакомились. Да, Ага, хоть он не Яша. махал крылышками. А то он пыль поднимает, прямо так радуется. Мгм. Ну, Радуется обычно. то есть у вас вот такое вот Мини-хозяйство. мини-хозяйство. Мгм. Вообще, по меркам, скажем, села у вас довольно-таки приличный участок, и на этом участке вы как-то поделили по зонам, да, у вас там и целебные травы растут, и огород, и картофельное поле. Причем Разделила. наполовину, друзья, даже большая часть Наталья Иннокентьевна Отдала своим друзьям. да, своим друзьям. Из Вот так вот Жиганска. можно. То мы друг И другу помогаем. Мгм. И еще есть у Натальи Иннокентьевны курятничек, где живут 4 курочки и петушок Яша. Ну что, Наталья Иннокентьевна, большое огромное спасибо, что вы пригласили нас и показали свою усадьбу. Показали всем нам, как можно на своих сотках обустроить и огород, и приусадебное хозяйство, и выращивать полезные культуры. Не только привычные для нашего стола, но еще и лекарственные растения. Большое спасибо.